Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Здравствуйте. Здрасте. О чем беседу ведете? Ну, вы знаете, о разном. Ну, какая тема любимая? Ну, вообще, как дела? В смысле, как, в общем, куда мы идем, сказать по-русски. Я не хочу материться, куда мы идем. Ну, все будет хорошо. Знаете, но я понимаю, что вы хотели этим сказать, и я то же самое. К великому светлому Да. будущему идем. Ну, к великому такому... Ну, через терник звездам. Через терник звездам. да, Вот так или надо. как везде, знаете. Не, у нас нормально. Ну, Я согласна. потихоньку, я согласна. потихоньку. Тяжело, со скрипом, с трудностями, Да, но преодолеваем. как говорят, через терник к звездам, правильно. Легкого пути не бывает. Согласна. Не, бывает легкий путь. Когда дохлые рыбы плывут по течению, только живые против. Вот у них у дохлых легкий путь. Я поняла, кто борется, тот чего-то достигает. Естественно. Не всегда по-разному. Но все равно. Ну, Но хотя бы не зря жил. вот. А у меня такое ощущение, что вообще зачем я живу. Да ладно, ну что ты. Ну а что, такого светлого Ну, будущего внуки есть. есть. Ну ничего, что еще надо? До правнуков еще не дожила. Ну, скорее всего, что Да бог да. Ладно, будет. погуляй. Уже намечается что-то такое там. Ну уже классно. Ну уже ж классно. Вы сейчас на стриме? Да, я немного тут это прикалываюсь. Могу Я- вас закрыть, если... Могу А? закрыть. Могу закрыть, если что-то, какие-то информации. Нет, ну, мне кажется, все равно, вы знаете, честно сказать, я говорю, что думаю. Ну, кому не нравится, как говорится, идите дальше. Ну, вон дверь, вон порог, вон идите. Карта, компас там за дверью висит, да. как планшет для маршрута. Да, глаза закройте, так это слепо пальцем ткнете, вот может в Африку Вот попадете. туда, вот туда. Вот туда. Или к аборигенам, которые кука съели. Да, история нехорошая получилась, конечно, с куком. Но я вообще-то, товарищи, за мир, именно за мир. Ну, была же песня «Просите вы у тишины, хотят и русские войны». Так я ж это здесь и говорю. Сколько раз приходили к нам, вот 70-100 лет промежуток, приходят, Да. получают, уходят, зализывают раны. Одни залезали, пришли другие. Ну, я ж вот это немцам говорю, я говорю, вам мало досталось, когда Гитлера... 2 раза немцы приходили, 2 раза, Ну, 2. 2 раза. Нет, я имею в виду вот последнее. Я говорю, вам мало показалось? Последний тут, да. Ну, видимо, люди не понимают, что такие, как говорится, я как говорю, не злите русского медведя. Будет плохо. Ну это кто говорил, какой-то полководец, он даже немецкий, говорил, я, говорит, знаю 100 способов, как русского медведя выгнать из берлоги, но не знаю одного, как его загнать туда-обратно. Вот. Да. То есть лучше не будите, будет очень плохо. Ну, Ну, это сейчас я говорю. приходится доказывать, что поделать. А вы знаете, тут такое ощущение, что доказывать. Некоторые же что-то понимают, некоторые уже сами немцы говорят, ворчат, что мы платим вот эти налоги, туда спонсируем. Для чего? Я говорю, вы знаете, кого вы спонсируете? Вы карманы спонсируете. Да. Ну, фонд. Там может мини-мини толика какая-то, может, перепадет, так знаете, как вот у собачки. Да, я смотрю, как им подарили там 26 лодок резиновых. Отвернулись, повернулись, уже 22. Уже 4 лодки нет. Так вот я же о чем и говорю. Я говорю, кого мы спонсируем? Ну, вот эту Ну, коробку это ж всегда такая была хорошая ниша, деньги где-то скрысить, замылить, достал. И кто-то потом будет разбираться, блин. Да, да, это так.
И немцы начинают понимать, и ворчат все, и недовольны Мерцем, очень недовольны. Не, ну Его понятно, просто нормально здравомыслящие немцы понимают, что есть свои внутренние проблемы. Те же беженцы, там вот это все. И это надо решать. Тут своих проблем выше крыши. А нафига там страна? Я думаю, коренному немцу покажи, который не русскоязычный, где Украина. Он пальцем в Китай А тыкает. они не знают, что это такое. Они Они не только знают. знали, что есть такая страна вообще на свете. Да? Государство, в смысле, да? Вот. Ну да. И, ну, в общем, вот так вот я объясняю, но вы знаете, так как до кого-то доходит, такие все-таки доходит, а есть такие вот упертые, вот Ну это... я не работаю, а как вот у нас получается, мне переводить постоянно надо, вот как называется. Короче, и люди одинокие, там, например, или больные, одинокие, Ну, приходят. дом престарелых такое, да, или как? Нет. Ну, чтобы чем-то заняться, что-то там, А, ну кто-то центр ляжет. адаптации, социализации, что-то такое. Ну, чтобы люди дома крыша не накрыла совсем, А, я понял. планка не съехала от этого, понимаете, Ну да. старые, больные. Вот я раком переболела, вот что, не могу работать, то есть у меня осложнение дало на ноги. Ну, выздоравливайте, дай бог выздоровления вам. Нет, ну я уже победила, но просто это осталось, и оно останется, оно никуда не уйдет. Ну, понятно, что это Да, можно чуть... ладно, как бред этот, короче, вот. И я вот хожу туда, вот у нас там пару таких упертых. Один говорит, вот придут сюда вот зеленые человечки, в смысле российская армия. А, Германия. Я говорю, да не нужна Россия, это Германия. Это лишняя головная боль. Я говорю, посмотрите, Россия какая большая страна. Дай бог эти земли, как говорится, Обустроить, да, освоить, и да, порядок вот, привести, да. да. А зачем вот эта Германия с ее экономикой, Вот которая... такой Россия, зачем такая Германия? У нас там своих там еще не копано, не сеяно. Я говорю, так, а Германия что, с ее экономикой, а что с этой экономики сейчас взять? Автостроение, машиностроение, извините, в одно место потихоньку так заползает, Ну да, да? скатывается, да, Нарастает, скатывается, да. да. А что еще? РУР, вот это угледобывающий там бассейн, там тоже ничего толком уже нет. А что еще остается? Самолеты. Я сама не знаю, честно говоря, не слышу, чтобы у нас такие самолеты, как что-то у нас там строят. То есть я не такой политик, такой разновидящий, знаете, я просто Ну, вы же видите уклад жизни изнутри, и вы понимаете, что многим немцам, которые вне политики, да нафига вот это вы меня берете налог, давайте лучше у нас дороги, да, там, как бы обновим, грубо говоря, да, там. Где-то там, не знаю, там церковь откроем, там, да. Непонятно кому, возьми, отдай деньги, и там же отдачи-то не будет. Ну вот прикол был, ну как сказать, прикол, не прикол, можно так сказать. Вот была конференция МЕРТ, вот как у нас Владимир Владимирович, да, вот эта конференция была вот на днях, да. То же самое. Там, конечно, публика намного меньше, очень намного меньше. И вот один парень молодой, это, я бы сказала, так, лет 20, он вопрос задал Мерцу, говорит, вот скажите, почему я должен бороться за страну, которая за меня не борется? За мое благосостояние не борется. То есть, понимаете, то есть, что для меня эта страна... Да я там ни разу не был, не знаю, кто там, я вообще не знаю, что это. Вот, но он говорит, ну цены до потолка. Вот эти санкции вы накидали, страна идет, вы сами своими санкциями свою страну накрываете, да? Ну да, да. Вот эти вот фонд, пенсионный фонд потихоньку уменьшается. Вот налоги подросли, цены вообще подросли. И за что, говорит, мне бороться? Говорит, я не вижу смысла бороться за эту страну. Парень задал, вот это сказал. Ну, замыслить молодой человек сказал, а мне там, зачем мне это нужно?
Ну да, у Мерца так это лицо слегка перекосилось, он такой, не знает, что сказать, в общем, такое. Ну, они, как обычно, образно Ну, на, выражают. это почти наш гусиный народ, это ДТП. Ну, это понятно. Не, они Это ж- умеют вот это, кашу по тарелке размазать, они умеют. да, Ему еще микрофончик, говорят, наушничек, он как бы ему там. ну, все поверхностно, вот знаете, Ну, все понятно, поверхностно. понятно. Конечно, объяснить. конечно, конечно. Потом на улице был опрос журналистов, значит, в основном у молодежи, за какую партию вы бы в следующий раз проголосовали, да? Все, буквально все сказали за АфД. Это альтернатива для Германии. Вау. Вот что раньше была Зара Вагенкнехт, а сейчас Мгм. Байден. М. Буквально все, потому что они хотят поднять Германию, хотят опять восстановить эти экономические отношения с Россией. Газ опять получать российский дешевле. То, что мы сейчас, получается, газ закупаем в 4 раза дороже. Ну, вот тоже 4 Вот, посредника, вот каждый себе крутит ценник и все. да, это получается тот же самый российский газ. Да, только 4 4 посредника. раза. Только... Да, да, вот и вот это М. и Байдер, и Зара Вагенкнехт тоже. Вот в Бундестаге, когда вот эти у них там заседания, как в России Дума, да, М. она говорит, вот зачем было вводить эти санкции? Мы сами свою страну уничтожаем, Ну, есть такое, да. да? И она говорит, это ладно, почему мы должны газ закупать в 4 раза дороже, когда вот у нас труба с Россией Да, прямая, да, да, откройте вентиль да, и и все. всё. Но вы же, говорит, просто из принципа Ну, как дядя тупой. Вова говорил, говорит, мы вам предлагаем газ. Вы чем будете топить? Углем, дровами. А дрова, говорит, можно только в Сибири поехать вырубить. Да, а тут Да, сильно так дровами не раскидаешься. да. Здесь в основном газ, потом мазут, по-моему, ну, Ну, называется понятно, понятно. да, мазут, Но опять чтобы же, мазут это зеленый взбунтуется, экология, туда-сюда, это ж... вот это, что было у нас, Анна-Лена Бебок, тупая из тупых, тупее не бывает. Ее уже куда только не погнали, уже в Америку спихнули. Она их там обложила. Уже все тут немцы смеются над ней, как ну, ну, тупая, ну просто, Ну, понимаешь? бывает такое, ну, такая... Ну, Как причем как эта девочка-то кричала, Тумблер или как, все я путаю. Говорит, китайцы, перестаньте есть, говорит, палочками рис. Говорит, дура, это не дерево, это трава, это бамбук. классно, слушай. Не, ну вот Да, так Маша, вот мы ну, живем. Российские немцы, как говорится, как нас когда ворачивали. Помните, вот программа была в Германии «Возвращение немцев на родину», на м, этническую родину. Мы с Поволжья, да? м, Волжские, да? И чего? Мы вот сейчас на этнической родине. м. А мы себя не чувствуем дома. Абсолютно. Бывает такое. У меня такое ощущение, что я такие в гостях на 23 года задержалась. Ну, четверть века это как бы это такой срок, как бы. Да, да. Нет, я ничего не говорю. Вначале было нормально, когда мы приехали. Нам даже Ну, это какой год был 23 минус? 2002? 2002, да. Ну, Вот. тогда понятно, после вот это перестроечная Россия, понятно, что в России был полный Мгм. гаплык и как бы, я понимаю. Ну вот, мы вот приехали, отцу выплатили комендатурский, потому что он под комендатурой был. Когда вот эта война началась, вот когда в Сибирь нас сослали, кого в Казахстан, кого в Сибирь, Мгм, мгм, получается, они под комендатурой были, получили 3000 евро там. мгм, Но в то время это были деньги, мгм. да? А сейчас эти 3000, это, извините, я в месяц вот получаю, чтобы квартиру оплатить на прожиточный минимум, 1190. Вот и Ну, сравни. правда. Месяц. А тогда 3000 это было, да. Ну, мне многие говорят, что, говорят, вот именно пенсионеры, там, Германия, Италия, они, говорит, Мгм. свои дома на зиму либо сдают, либо закрывают, перекрывают газ, воду и в Да, Турцию,
в теплое. Дешевле получаться, говорит, и менее затратно. Ну да, это тем, у кого есть пенсия, более или менее, Ну, я понимаю. понимаете? А в моем плане, в моем случае, я не могу себе это позволить. Абсолютно. Вот я Печально беру это, печально это, конечно, да. все. 10 килограмм мяса, свинина почти 10 евро стоит. То о чем говорить, правильно? Согласен. И Ладненько, квартира побегу дальше. Мира вам, добра. хорошо. Я вам Берегите всего себя. добра. Всех благ Россия вам. победит. Да, Давай. она никогда не проигрывала. Если Я знаю. на Ребята, чуть-чуть, ненадолго. я с вами. Давайте. Всех благ вам. Здоровья. Спасибо. Здоровья вам, берегите себя. Наступающим Всего, Новым всего вам годом. хорошего. Да. Со всеми Что? праздниками.